Уже 1 декабря 11-классники напишут итоговое сочинение. Основной же период сдачи ЕГЭ в 2022 году начнется 27 мая. Датами и особенностями экзаменационной кампании следующего года поделилась в ходе заседания Координационного совета Лариса Карачева. Говорили в нем об итогах уже прошедшего сезона. В 2021 году к сдаче ЕГЭ по разным предметам приступило более 4000 выпускников. Для них было подготовлено 77 пунктов проведения экзамена. В этом году в регионе удалось достичь 95% обеспечения онлайн-наблюдения. Мы с вами ежегодно проходим тренировочное тестирование, и в большей степени все тренировки прошли у нас успешно. И это нам позволило без сбоев технологических пройти экзаменационную пору. Конечно, мы уже говорим об итогах. И итоги 2021 года свидетельствуют о стабильности системы среднего общего образования, на выходе которой наши выпускники получают аттестаты. Итак, вы видите, что по отдельным показателям есть незначительный рост. Мы увеличили количество высокобальных результатов, то есть тех, кто набрал от 81 до 99 баллов. Процедура проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году сильно не поменяется. И все же систему ожидают некоторые новшества. Так, например, 11-классникам вернут возможность выбрать математику базового уровня. В ЕГЭ по химии добавить часть с экспериментом, а в 9 классе вернуться к сдаче 4 учебных предметов. Для своевременного информирования об изменениях образовательных учреждений, школьников и их родителей предлагается усилить работу через социальные сети.